Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем изучение раздела «Культура народов мира». Посмотрите видеофрагмент. Предположите, о чем пойдет речь. Правила общения в сети интернет. Этикет интернет-общения – это правила поведения общения в сети интернет, традиции культуры интернет-сообщества, которых придерживается большинство ее пользователей. Соблюдайте в сети те же правила общения, что и в реальной жизни. Не хамите, не оскорбляйте других людей, соблюдайте моральные и общественные нормы, несмотря на отсутствие возможного наказания. Тогда общение онлайн действительно будет приносить вам радость. Запишите тему урока «Общение и культура». Цели урока – определять стилистические особенности текстов официально-делового стиля, инструкция, правила, создавать тексты официально-делового стиля, правила, инструкция. К концу урока вы сможете понять особенности жанров официально-делового стиля, инструкция, правила, создать текст официально-делового стиля, инструкция. Ознакомьтесь с основной лексикой урока. Сопоставьте слова с их лексическим значением, выберите нужное толкование слов, составьте предложение, используя данные слова. Речевой этикет, жест, инструкция по эксплуатации. Обратите внимание на дескрипторы. Вы сопоставляете слова с лексическим значением, составляете предложение с данными словами. Проверьте себя. Речевой этикет – это система правил речевого поведения и устойчивых форм вежливого общения, которая имеет национальную специфику. Жест – это движение рукой, сопровождающее речь. Инструкция по эксплуатации – это описание изделия и правил пользования им. Примеры предложений. Международный речевой этикет обязывает здороваться и желать друг другу благополучия и процветания. Русские, европейцы, американцы в качестве приветственного жеста обмениваются рукопожатием. Перед началом работы следует внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации устройства. Ребята, чтобы общаться друг с другом, нужно соблюдать определенные правила культуры общения. Сегодня мы поговорим о жанрах официально-делового стиля, инструкция и правила. Посмотрите видеофрагмент. Рассмотрим критерии, на основе которых выделяются стили речи. Первый критерий – это сфера употребления. Стили речи охватывают все сферы жизни человека. При этом у каждого стиля своя специализация. Важно знать, где и когда употребляется стиль. Цель употребления. Мы уже сказали, что для каждого стиля характерна своя функция. Важно знать также, зачем употребляется стиль. Используемые средства. Цель в каждом из стилей достигается при помощи своих языковых средств. Мы вспомним их в общих чертах. Наконец, для каждого из стилей характерны свои жанры, и мы тоже вспомним хотя бы некоторые из них. Итак, в русском языке выделяются следующие стили: научный, официально-деловой, публицистический, художественный и разговорный. Первые 4 стиля при этом являются книжными, поэтому разговорный как бы противостоит им. Официально-делового стиля. Его цель прежде всего информировать, довести до сведения. Сфера его применения – законодательство, делопроизводство, поскольку именно при помощи официально-делового стиля государство и предприятия общаются с людьми. Признаки этого стиля – точность, стандартизированность, императивный, то есть приказной характер, отсутствие эмоциональности.
Речь официально-делового стиля клиширована. В ней встречаются аббревиатуры, сложно сокращенные слова. Материал обязательно должен быть изложен стандартно. К жанрам официально-делового стиля относятся закон, приказ, постановление, справка, протокол, характеристика и так далее. Также к жанрам официально-делового стиля относятся инструкция, правила. Инструкция – это документ, содержащий правила, указания или руководство, устанавливающие порядок и способ выполнения или осуществления чего-либо. Например, инструкция по электробезопасности. Правила – нормы, определяющие порядок осуществления какого-либо рода деятельности. Например, правила поведения в общественных местах. Ребята, напишите текст инструкций по эксплуатации персонального компьютера. Обратите внимание на требования к оформлению инструкции. Первое. Сжатость, компактность изложения. Широкое использование общепринятых в области эксплуатации персонального компьютера сокращений, аббревиатур, а также специальной терминологии. Активное применение речевых клише. Повествовательный способ изложения, основанный на использовании предложений с перечислениями. Подчеркнутая логичность, проявляющаяся в частности в подчинении одних менее значительных фактов другим, более значительным. В тексте документа не следует использовать слова, обладающие эмоциональной или экспрессивной окрашенностью, слова с уменьшительными суффиксами, суффиксами преувеличения, междометия, образные слова и выражения, слова и выражения с двойственным или неявным смыслом. При необходимости используйте клише для написания инструкции. Например, пользователям рекомендуется. При работе пользователь. Можете использовать глаголы подключать, выключать, проверить, прекратить, выполнять. Использовать оборот при возникновении неисправности и так далее. Критерии оценивания. Вы создаете текст инструкции. Дескрипторы. Создаете пошаговую инструкцию, используете клише, глаголы и обороты. Проверьте себя. Инструкция по эксплуатации персонального компьютера. Первое. Компьютерное оборудование рекомендуется размещать в помещениях не ближе 0,5 метров от отопительных приборов. Второе. Экран видеомонитора необходимо располагать таким образом, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Третье. Пользователям рекомендуется периодически очищать клавиатуру и мышь от загрязнений, протирать защитные экраны и экраны видеомониторов специальными средствами. Четвертое. Подключать компьютер к электросети необходимо через сетевой фильтр. Пятое. Выключать компьютер необходимо, только выбрав соответствующий раздел в меню «Пуск операционной системы Windows». Шестое. Примерно раз в год системному блоку необходимо проводить профилактическое обслуживание, чистку от пыли, смазку вентиляторов, диагностику работоспособности устройств. Седьмое. При возникновении неисправности необходимо прекратить работу с компьютерной техникой и вызвать специалиста. Ребята, подведем итог урока. Сегодня мы с вами познакомились с жанрами официально-делового стиля, инструкция, правила. Создали текст официально-делового стиля, инструкция. Оцените фразеологическим оборотом свои ощущения.
Каша в голове, не в зуб ногой, светлая голова. Самостоятельная работа. Заполните трехчастный дневник. Прокомментируйте каждый постулат. Правила межкультурного общения. Хорошо знать язык, традиции и обычаи своего народа. Знать и уважать культуру других народов. Не рассматривать ценности своей этнической группы в качестве эталона. Проявлять толерантность, уважение и терпимость к другим людям. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. До свидания.